Добрый вечер, дорогие земляки, жители Нюрбинского района. Сегодня я ознакомлю эпидемиологической ситуацией в нашем районе. За весь период в районе зарегистрировано 927 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Из них взрослых у нас 827 и детей 100. Методом ПЦР подтверждено 820 случаев, из них взрослых 735 и детей 85. Методом ИХА было подтверждено 107 случаев, из них взрослых 92 и детей 15. На 8 декабря этого года получено 58 результатов анализа ПЦР. Это за период с 1 по 5 декабря. У нас отрицательных 49, положительных 9. Из них впервые подтвержденным результатом один случай. Это ребенок. Выявлено методом ИХА 3 случая новой инфекции. Это все взрослые. На 8 декабря всего в стационарном лечении инфекционных стационарах проходит лечение 32 пациента. Это с лабораторно подтвержденной 23 и без лабораторного подтверждения 9 больных. В инфекционном отделении номер 2, это здание детского туберкулезного санатория, состоит 3 пациента, они все 3 тяжелые. В инфекционном отделении номер 3, это здание Нюрбалроса, состоит 29 пациентов, из них у нас тяжелых 3, это 1 человек с дома-интерната для престарелых. Всего за весь период пандемии было отобрано 7355 проб на ПЦР, получено отрицательных 6242 и положительных у нас 925. Забраковано 24 анализа. Сейчас в данное время в работе в городе Якутска лабораториях находится 164 пробы. С 1 по 8 декабря этого года было отобрано 112 проб. Сегодняшний день получено отрицательных это 63 и положительных 11. В данное время в работе находится 45 проб. Проведено ИХА-тестирование 464 пациентам, из них положительных 107. От 7 декабря решением оперативного штаба Нюрбинского района приняты следующие меры. Это при организации и проведении новогодних, рождественских мероприятий строго надо соблюдать указ главы республики, придерживаться рекомендаций главного санитарного врача отдела Роспотребнадзора по Нюрбинскому району, открыть реабилитационное отделение с дневным пребыванием для граждан, переболевшим новой коронавирусной инфекцией на базе Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Всего переведены на очное обучение 14 школ. На сегодняшний день на дистанционном обучении 8 школ. На очно-дистанционном 3 школы. А также переведены 10 дошкольных учреждений на очную и 15 на частично очную форму работы. Ежедневно ведется мониторинг аптек на наличие лекарственных средств, препаратов также и средств индивидуальной защиты. Во всех аптеках города Нюрба в достаточном количестве имеются антибиотики, противовирусные препараты, маски и перчатки. За период с 1 по 9 декабря этого года административной комиссией Нюрбинского района проведено 6 рейдов по выявлению нарушений соблюдения ограничительных мер в период повышенной готовности. Всего проверено 70 объектов. Из них организации торговли 54, парикмахерских и салонов красоты 13, ночных заведений 3. По итогам этих рейдов составлено 2 акта нарушения по статье 3.8 Кодекса административных правонарушений, в отношении которых на руководителя будут приниматься административные меры. В конце я хочу обратиться к вам, дорогие жители Нюрбинского района. Вот предпраздничные дни, новогодние, рождественские вечера
надо вам строго соблюдать меры санитарно-педагогические требования. Желаю вам всем здоровья, не болейте, придерживайтесь всех мер.